Добрый день, дорогие наши слушатели. Эфир Беренчье радио продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона Ирина Егенбаева. В социальных сетях кыргызстанского сегмента накануне появились сообщения пользователей о том, что в отделениях почты разместили вывески о том, что на пенсию денег нет. Возникает, соответственно, вопрос, все ли выплаты будут произведены в полном объеме. Кстати, в целях предотвращения случаев распространения коронавирусной инфекции среди населения, в особенности среди старшего поколения кыргызстанцев, Социальный фонд страны в апреле-мае 2020 года осуществлял доставку пенсии через государственное предприятие «Кыргызпочта С» пенсионерам на дом. Как осуществлялась доставка пенсий получателям в период чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, как решалась проблема с доставкой пенсий проживающим не по адресу, закрытие почтовых отделений не сказалось ли на выплатах пенсий и других социальных пособий, все эти вопросы сегодня в программе «Актуальный разговор». Сегодня у нас в гостях представитель Социального фонда Кыргызской Республики Дженишбек Мукамбетов. Дженишбек Уркалеевич, добрый день. Здравствуйте. И на прямой телефонной связи с нами главный специалист управления финансовых услуг государственного предприятия «Кыргызпочта С» при Государственной регистрационной службе Рита Алымкулова. Рита Шарапатовна, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, получатели социальных выплат, в частности пенсий, если у вас были проблемные ситуации в части получения пенсии в период чрезвычайного положения или проблемы возникают при получении пенсии и сейчас, вы можете позвонить по телефонам прямого эфира 39 21 90 и 39 19 33. Мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Беренчье радио. Что касается выплат пенсий, имеется в виду, то если есть вопросы и комментарии, отправляйте их на нашу страничку Беренчье радио. Итак, хотела бы первый вопрос, конечно, сейчас вам адресовать. Дженишбек Уркалеевич, Рита Шарапатовна, оставайтесь на прямой телефонной связи. У меня к вам будут тоже вопросы, но я их озвучу вам чуть позже. Вначале вопрос вам, Дженишбек Уркалеевич. Надо сказать, что некоторое время назад Бишкек и некоторые территории жили в режиме чрезвычайного положения. Как показывает время, настоящая пандемия – это все-таки проверка готовности не только отечественной медицины, но и всех ведомств страны. Вот что касается социального фонда, скажите, вот как вы приняли коронавирусный вызов? Ведь в режим чрезвычайного положения мы призывали, и вы призывали непосредственно наших пожилых граждан никоим образом не выходить из дома, оставаться только дома, и вы успокаивали наших пожилых граждан в том отношении, что сами вот придут сотрудники Кыргызпочта С и доставят пенсию на дом. Вообще, вот как вы приняли коронавирусный вызов и вообще вот что делалось в вопросе обеспечения наших уважаемых пенсионеров в выплате пенсий? Пожалуйста. Спасибо большое. Я, наверное, с уверенностью скажу, что при любых обстоятельствах социальный фонд, как государственный орган, не первый раз это как бы сохраняет стабильность, и наши граждане своевременно получают пенсии. Это было и в 2005 году, когда это произошла революция, и в июньских событиях никакого срыва в выплате пенсии не произошло. Это говорит о стабильности политики социального фонда. Что касается именно введения чрезвычайного положения в определенных районах областей и в городе Бишкек-Ош, то мы предусмотрели данное положение, и была договоренность с банками Кыргызпочта С, что людям лучше не выходить из дома, не контактировать в целях безопасности. И таким образом у нас временно было принято решение в апреле месяце, даже те лица, которые получали через банковское учреждение,
они получили через ГП Кыргызпочтасы. Ну, были небольшие сложности в том плане, что многие наши граждане оказались не по адресу проживания, а временно находились в других частях нашей республики, и в связи с этим мы старались максимально учесть место фактического проживания, и в этом нам помог Кыргызпочтасы тоже. Они переправляли по месту фактического проживания почтовым переводом, и многие получили. В мае месяце, уже в начале мая месяца, когда мы начали финансирование, ситуация уже утряслась, и в мае выплаты пенсии уже пошли в штатном режиме, никаких задержек, никаких недополученных сумм пенсии уже не было. Мы об этом говорили, и кто не успел даже получить в апреле месяце по каким-то обстоятельствам, то они получили в мае месяце. В настоящее время, начиная с 10 числа июня месяца, мы начали финансирование. То, что вот в соцсетях была такая информация, что денег на пенсию нет, это немножко неправильная информация. Просто, видите, у нас, получается, наши граждане, уважаемые пенсионеры, несмотря на то, что пенсии доставляются по каждому в дом, многие стараются сами подойти в почтовое отделение, создавать очередя и так далее. Я еще раз хочу попросить наших граждан соблюдать санитарные режимы, да, находиться дома, поскольку сотрудники Кыргызпочтасы, они по законодательству, они доставляют на дом. Поэтому нет необходимости приходить в почтовое отделение. Есть составленный график, в соответствии с которым Кыргызпочтасы приносит ваши пенсии в те дни, когда по графику вам положено. Мы тоже не можем единовременно вот так полностью профинансировать это в целях безопасности, потому что, считайте, мы в течение одного месяца, в течение 20 дней полностью финансируем сумму в размере 4 миллиардов сомов. Это месячная потребная сумма на сегодня для выплаты пенсии. Поэтому есть опасения, чтобы вот эти средства были в сохранности. Поэтому мы стараемся в режиме лимита финансировать Кыргызпочтасы и банковские учреждения. Они, в свою очередь, доставляют уже в соответствии с графиком. Ну, к 25 числу текущего месяца, я вот хочу подчеркнуть, текущего месяца, пенсии за текущий месяц полностью завершается выплата. Поэтому сейчас тоже могу уверить наших граждан, пенсионеров, уважаемых, что никаких срывов в выплате пенсии не будет. Есть средства, социальный фонд свои обязательства полностью выполняет. Поэтому нет никаких оснований для беспокойства. Поэтому, пожалуйста, просим отнестись с пониманием. И поскольку до сих пор идет заражение контактных лиц, еще раз убедительная просьба оставаться дома, соблюдать санитарные нормы, чтобы для своего здоровья, для здоровья окружающих не было никакой опасности. Да. Я хочу напомнить, что на прямой телефонной связи с нами и главный специалист управления финансовых услуг государственного предприятия Кыргызпочтасы Рита Алымкулова. Рита Шарапатовна, ну вот прежде чем говорить о том, что написали вчера в социальных сетях, мне вот хотелось бы о чем сейчас с вами поговорить. Вот доставка на дом осуществлялась по графику выплаты силами предприятия Кыргызпочтасы. Я хочу сказать, что в зонах действия режима чрезвычайного положения,
который был некоторое время назад, закрывались подведомственные подразделения государственной регистрационной службы, в том числе и почтовые отделения. Но сегодня надо признать, что никоим образом закрытие почтовых отделений не сказалось на выплатах пенсий и других социальных пособий. Да, у нас было когда период действия чрезвычайных ситуаций, наши отделения связи мы старались закрывать после завершения выплаты пенсии. Мы в основном закрывали с 30 числа по 10 число, потому что пенсия у нас финансируется с 10-11 числа. И вот мы месяц завершили всем пенсионерам, оплатили, только после этого мы отделение связи по городу Бишкек закрывали на карантин. В период действия чрезвычайной ситуации у нас почтальоны работали в штатном режиме, были обеспечены этими средствами индивидуальной защиты, и они разносили пенсии по домам. А насчет вывески я бы хотела сказать, что да, в соцфондом в данный момент финансирование проводится. У нас по предварительному графику финансирование завершится 23 числа, но оно закроется полностью. Мы работаем согласно утвержденного или согласованного графика доставки пенсии, потому что всем в один день доставить невозможно. Город очень большой, в городе здесь функционирует больше 60 отделений связи, поэтому все в один день выплатить физически невозможно. Поэтому был составлен график, это уже давно согласован с социальным фондом, и согласно этого графика каждому пенсионеру при первой выплате предупреждается и говорится: бабушка, дедушка, ваш срок вот такого-то числа месяца, в этот день, пожалуйста, будьте дома, почтальон вам до обеда принесет пенсию. Но однако, как сотрудник социального фонда отметил, некоторые бабушки не хотят, дедушки, сидеть дома. И выходят. Они выходят на почту, да, мы им объясняем, мы стараемся, что мы по договору должны вам доставлять на дом, почтальон вам принесет, подождите. Эти старые люди не хотят сидеть дома, приходят на почту. Мы же не можем их выгнать насильно. А то насчет вывозки, там в кактусе я тоже в социальных сетях видела, но там не было указано, в какое время это было снято, этот снимок, какой день месяца, может быть, это был снят в прошлом месяце, мы же не знаем, и даже в каком отделении, даже нету информации, в каком отделении. Но мы предполагаем, что, может быть, это было ближе к вечеру, потому что мы утром финансируем все отделения связи, каждый день финансируется с 11 числа, по окончании месяца, по 28-му мы выплату проводим. То есть, получается, отделение почты финансируется каждый день? Да, каждый день с 11 числа город Бишкек финансируется. Но финансируется в определенной сумме. Порционно. Да, порционно, потому что по графику сколько пенсионеров, настолько сумма и распределяется равномерно по всем отделениям связи. И, может быть, этот снимок был сделан в то время, когда уже выплата этих денег уже завершена. Закончилась, Может быть, ближе к вечеру, да, мы же не знаем, мы просили как-то с медиа сказать, когда, во сколько, чтобы более тщательно разобраться, но такой информации, к сожалению, у нас нет. Но насчет финансирования, да, пенсионеры могут не волноваться. Финансирование проходит у нас в предварительной графике. Согласно предварительного графика, точь-в-точь финансируется. Мы деньги доставляем до отделения связи. Каждый день у нас с 7 утра уже идет по кольцу машина, и проблем не вижу. То есть, иначе говоря, никакого беспокойства для того, что мне не выплатят пенсию не вовремя, такого быть не должно сегодня. Нет. Но если почтальону, бывает, что почтальон, это же карточки забирает почтальон в доставку на участок. У нас это называется по участку. В это время этот пенсионер может прийти на почту. Да, ему выплатить мы не можем, потому что его пенсионного поручения на почте нету. Она у почтальона. А когда уже в основном на кассе тоже выплата производится, эти, которые работающие пенсионеры, которые никогда дома не сидят, у нас молодые активные пенсионеры есть, те, они приходят на почту. Или по доверенности, допустим,
бабушку забрали к себе, дети получают по доверию, дети приходят, поэтому Кате тоже мы производим выплаты. Ну, немного, ну, у нас основная сумма распределяется между почтальонами. И поэтому... Ну, я вот попросила пенсионеров, да, вот, Не переживать. да, не переживать, Не беспокоиться. дома, не беспокоиться, потому что сейчас число заразившихся увеличивается с каждым днем, а наши пенсионеры, они входят в группу риска. Поэтому я бы их тоже так прям попросила бы, потому что у меня у самой мама пенсионер, чтобы они не выходили без особой надобности. Рита Шарапатовна, улицу. вы оставайтесь, пожалуйста, на линии. У меня к вам будет еще один вопрос. Вот Дженишбек Уркалыевич хочет что-то добавить. Да, я просто наших уважаемых слушателей хотел бы попросить, чтобы соцсети не выкладывали ту информацию, которая Не проверена, да, потому что сейчас всем тяжело. И вот, пользуясь случаем, вот так утрировать вот этот момент тоже не стоит, потому что люди и так в тяжелом экономическом положении, и вот некоторые наши, к сожалению, граждане выкладывают ту информацию, которая будоражит весь народ. На самом деле такого положения нет. У нас все в норме, в штатном режиме все работают. Да, мы в свое время прием вели удаленно, но в настоящее время все отделения, в том числе, вот, наверное, отделение связи Кыргызпочта сейчас тоже работает в штатном режиме, поэтому нет никаких опасений, что где-то будет срыв в выплате пенсии или будет такие обстоятельства, что не доставят. Такого нет, поэтому... Пожалуйста, будьте дома. Еще раз убедительная просьба. Мы, наверное, должны думать о здоровье нашей нации, народа. Поэтому Спасибо, берегите себя, пожалуйста. Я хотела, да, еще попросить вот этих пользователей социальных сетей. Да, это называется обратная связь. Обратная связь нам очень помогает. У каждой организации есть места, которые мы должны обратить внимание. Пожалуйста, пользуйтесь социальных сетей. Если вы выкладываете фотографии, пожалуйста, укажите, где это было снято, время и дату. Тогда у нас будет более такая полная информация, чтобы провести какую-то работу и чтобы дать четкий, конкретный ответ. Да. А тут мы даже не знаем, когда это было снято, и поэтому мы сами в замешательстве, потому что у нас сейчас в Кариспу не только город Бишкек, у нас в республике выплата идет в штатном режиме. Рита Шарапатовна, вы оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вот дозвонился наш первый радиослушатель. Я уж не знаю, будет вопрос адресован или представителю социального фонда Дженишбеку Уркалыевичу, или вам. Оставайтесь на линии. Выслушаем нашего слушателя. Говорите. Здравствуйте, это Добрый я. день. Так. Вот, я по банкомату получал пенсию. Когда уже марта месяца мы успели получить, а апрель получилось не так. Потому что я уже в начале мая получил. Пришлось к профильным органам обратиться, они помогли. Я в Каракуле живу, так что поехал, по банкомату не дали. В смысле, у вас в банкомате денег не оказалось? Да, не дали. Потом почту сказали дали. А потом я там тоже пенсионер, я позвонил, чтобы мой карточку оставил ему. А он получил пенсию и перевод сделал, я получил. Еще 2 месяца не мог получить. Вы сами создали такой чехарду. Не надо было постоянно отправлять, не надо было ничего не делать. Все пенсионеры по 2-3 раза побывали в банкомате, в банках. И сколько было очередей там, сколько там люди мучились. Не надо было ничего делать. Как получили, так и надо оставить. Ничего не было. Никакое заражение не было. Хоть беткап, маску одели бы, и они сами спокойно получили бы. Вот дальше такое чехарду не надо делать. Как они стабильно получали, так и надо было оставить. Не надо было такое... Вопрос понятен. Спасибо вам, уважаемый Аксакал. Спасибо. Пожалуйста. Да, я полностью с вами согласен, но, видите, я уже говорил, это было чрезвычайное положение. Никто не предполагал, что будет такая ситуация. И вот
На самом деле в мае месяце уже все эти обстоятельства, вопросы были сняты, поэтому в настоящее время все идет в штатном режиме. Пожалуйста, вы тоже просим отнестись с пониманием, потому что нештатные ситуации всегда бывают какие-то вот недочеты, какие-то вот помехи в работе. Но в целом мы обязательства перед пенсионерами всегда выполняли и будем стараться выполнять. Спасибо за ваш звонок. Рита Шарапатовна, у меня к вам такой вопрос. Да? Вот сейчас сотрудники госпредприятия «Кыргызпочта-С» разносят пенсию по домам. Насколько вот сейчас у вас стоит во главе угла вопрос соблюдения санитарных норм? Ведь, согласитесь, вот сегодня 132 человека зараженных, итого по стране 2789. Да. Статистика с каждым днем растет. Вот я еще раз хочу сказать, вчера 95, позавчера 90. Во вторник 100, сегодня 132. Насколько вы сегодня своих сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты? Ведь все-таки они заходят в каждый дом, заходят во дворы, где не одна бабушка живет, а живут бабушкины родственники, например, дедушка, внуки и так далее. Насколько сегодня вы обеспечили такими средствами индивидуальной защиты? Ну, мы по мере государственного предприятия заботиться о своих сотрудниках, да, мы полностью закупили вот эти санитайзеры, каждый мини-карманный, которые снабдили перчатками, масками, где очаги у нас в защитных плащах обслуживаются пенсионеры. Ну, мы стараемся тоже, потому что наши сотрудники, они для нас ценные. Мы не хотим, чтобы наши сотрудники заболели, поэтому мы обеспечиваем наших сотрудников, которые непосредственно идут в доставку, средствами индивидуальной защиты. Спасибо вам, Рита Шарапатовна, за то, что были с нами. Напомню, что на прямой телефонной связи с нами была главный специалист управления финансовых услуг государственного предприятия «Кыргызпочта-С» при Государственной регистрационной службе Рита Алымкулова. Ну а мы с вами, Дженюшбек Куркалеевич, продолжим. Вот по республике получателей пенсии сегодня сколько? 681 тысяча на 1 июня было. Это с учетом того, что прибывшие, выбывшие, среди них есть ожидающие выплаты пенсии. Я просто хочу сказать, что да, во время чрезвычайного положения наше отделение управления социального фонда работали также, вели работу, но, к сожалению, мы не могли в целях безопасности принимать граждан. На сегодняшний день наше управление также обеспечены средствами индивидуальной защиты. В коридорах поставили санитайзеры. Но, к сожалению, наверное, не только у нас. Везде гражданским обществом нарушаются санитарные нормы. Хотя бы в плане того, что вот мы даже ходим же все в магазины, да, нет такого, чтобы соблюдали дистанцию. В маршрутки заходим без маски, толпимся. Вот это все сказывается. Поэтому я думаю, что наши граждане, наверное, тоже должны беспокоиться о своем здоровье. Это коснется рано или поздно каждого, поэтому не дай бог коснется. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, потому что вы приходите потом домой. Там дети, близкие, поэтому просьба такая. Ну, все, наверное, сейчас обращаемся с просьбой, потому что положение у нас чрезвычайно сняли. Все живем. Чрезвычайная ситуация остается. Да. Карантин. Социальное дистанцирование, сегодня актуальные такие понятия, да, ношение
масок Да, и да. перчаток. Ну, может, перчатки не всегда люди одевают, но маску надо Да, обязательно одевать. Денисбек Уркалаевич, вот из 680 тысяч, я знаю, что, например, большая половина или, может быть, меньшая получает пенсию через Кыргызпочтасы, а многие пенсионеры как бы в ногу со временем получают пенсию через банкоматы. Вот свидетельством того, например, звонок нашего слушателя. Да? Вообще вы как-то делали градацию? У кого больше? Тех, кто получает через госпредприятие Кыргызпочтасы или все-таки тех, кто через банкоматы получает? Действительно, как наши граждане, вот Рита подчеркнула, да, наши активные пенсионеры, они стараются в ногу со временем пользоваться теми услугами, которые им удобно. Поэтому с каждым днем увеличивается количество людей, получающих через банковские учреждения, поскольку там удобно. Ну, в том смысле, что человек может работает, ему неудобно находиться дома для получения пенсии, он на работе, и для того, чтобы получить пенсию, он не должен отпрашиваться с работы, он просто берет свою карточку, банковское учреждение перечисляет на счет, а где-то, когда он захотел, если есть доступ к банкоматам, сейчас тем более есть дружественные банки, которые беспроцентно за обналичивание, они без процента обналичивают, поэтому сейчас на сегодня где-то 58% получают через банк. 42%, это чуть больше половины. Да, 42% получают через госпредприятие Кыргызпочтасы. Телефоны прямого эфира 39 21 90 и 39 19 33. На связи с нами наш очередной слушатель. Говорите. Салам алейкум. Пожалуйста, свой радиоприемник сделайте чуть-чуть потише. И теперь говорите. Пенсия жөнүндө айтып атканыңарга биз ыраазы болуп атабыз, бирок кыргызча сүйлөсөңөр, орустун баары российский граждандар алар Орусиядан алат экен пенсиясын. Биз түшүнүп атабыз, бирок толук түшүнө албай атабыз. Кыргыз тилинде жакшылап берсеңер биздин Жок, сизде кандай суроо? Мореке пенсия боюнча. Что именно? Ошо мен мисалы пенсияны жакшы берип атат почта деп атпайсыңарбы? Почта менин пенсиямды алдаган. Эми ошону соцфондко жазсам жакшы эле ал кезде жанагы азыр чыгып калды го премьер-министр, ошо киши бар болчу. Анан жакшы эле дагы эми алган жокмун да результат. Анан эми ошо кайра сотко бериш үчүн акча төлөш керек дейт. Анан мен кайсы акчамды төлөйм, аз пенсиясы. А вы пенсию получаете? Азыр пенсия алам, 11-жылда, 12-жылда алдаганда мени. Ошо бир 30 эмес, бир 40-50 сомдо, 40-50 миң сомдой акчам жок. Эми акчабыз ошо 3600 ушундай болсо, анан алдаса ошону кандай эмес? Апа, түшүнүктүү, сиздин сурооңузду түшүндүк. Бирок бул жерде мындай да, социалдык фонд сизге жооп берердин алдында сиздин ошол пенсияңыз боюнча толук кандуу текшерүү иштерин жүргүзүп туруп анан жооп берет. Эгер чындыгында эле сиз почта кызматкеринен кандайдыр бир ушундай алдап койду деген учурду тапсаңыз, анда сот аркылуу кылбасаңыз, биз аны кармап албагандан кийин учурунда эч кандай тастыктай турган документ жок болсо, биз аны кантип күнөөлөйбүз? Туура түшүнүңүз. Анан биз баягы социалдык фонд жооп берип койду, мындай эле жооп берип койду дегениңизге да макул эмесмин. Биз текшерүү иштерин жүргүзүп туруп анан жоопту берет. Кайсы арыз түшсө, ошол толук кандуу жооп бергенге аракет кылабыз. Анан ал жерде тактабай туруп жооп берген бул туура эмес. Мыйзамда бизге жол бербейт. Биздин андай укугубуз да жок. Ошондуктан эгер сиз дагы эле ошол учурдагы эми көп убакыт өтүп кеттир, андан беричи 8 жыл болуп кеттир. Анан сиздин жана 30-40 миң деп атканыңыз бартымал сиздин эсебиңиз боюнча ошентип өзүңүз чыгарып алган. А бизде текшерүү келгенде ал жерде баягы кол коюлуп документ менен текшерүү жүргүзүлөт да. Эгер кандайдыр бир баягы бузуулар жолу берилбесе, биз ошол боюнча эле жооп бердик да. Андан туура түшүнүңүз, эгер макул болбосоңуз дагы бир сыйра текшертип көрүңүз. Биз эч качан мындай баш тартпайбыз жоопкерчиликтен.
Денисбек Уркалевич, а скажите, вот когда возникают спорные моменты, да, у пенсионеров или у тех, кто только-только собирается выйти на пенсию, ему нужно разъяснить, вот, например, процедуру, да, какие документы собрать, хотя сейчас, я думаю, должно радовать тех граждан, которые собираются выйти на пенсию, что пакет документов-то вы намного упростили, да? Да. И вот куда обращаться? Есть у вас, например, или телефон доверия, или колл-центры, которые работают на сегодняшний день? Вы на мой вопрос обязательно ответите. Давайте выслушаем еще одного нашего слушателя. Говорите. Алло, здравствуйте. Добрый день, говорите. Это соцфонд, правильно же? Да, это соцфонд. Вот я домком в Яле нахожусь. Так. Мне все время говорят, у кого-то пенсии не хватает, всегда писать акт, да? Чтобы компенсацию платить. И всегда мне им тут предупреждают. Если вот, например, положена компенсация, да, вот человеку, если не хватает пенсии, вот домком пишет. Я, например, знаю, что она где-то работает, да. Вот одной не написал, потому что НТУ заставлял, если там не хватает денег, не пишите. Как я смогу не написать, если у него там болеет вот это? Вот эту часть можно как-то, без домкома сделать. Если положено компенсация, пусть оплачивают. Не мешают наших домкомов. Пожалуйста, вот это ответьте. Вопрос понятен. Можно писать или нельзя? Они пошли жаловаться на меня. И если вот одной, там Попова была Татьяна, я не написал, и она начала жаловаться. И получается, я стал крайним. Спасибо за вопрос. Спасибо. Здесь, видите, вы немножко не по адресу, поскольку социальный фонд компенсационными выплатами для малоимущих, для пенсионеров, тем более актировать вот это все, весь процесс, к сожалению, мы не ведем работу по этим выплатам. У нас целевые выплаты, это пенсии и пособие на погребение, все. Остальные выплаты касательно там есть стипендии, квартальные, это в компетенции Министерства труда и социального развития. Поэтому многие наши граждане часто путают наши функции. Просим обращаться именно по адресу. Вы мне задали вопрос, куда можно обращаться и какие контакты. У нас с 99-го года работает успешно телефоны доверия. 54 33 16, это непосредственно я отвечаю по этому номеру телефона с 9 до 6 часов. И второй номер 57 66 61. Это телефоны доверия. Кроме этого, у нас работает колл-центр с 7 до 10 вечера. Они принимают звонки, отвечают на все интересующие вопросы по государственному социальному страхованию и пенсионному обеспечению по номеру 1202. С аналоговых телефонов звонок бесплатный, а с сотовых телефонов по тарифу, согласно тарифу сотовых операторов. Также у нас работает сайт соцфонд.kg, куда можете оставить ваше обращение письменное, либо вести переписку на чате онлайн-режиме. Это очень удобно. Если у вас есть доступ к интернету и вы можете зайти на наш сайт, вы можете написать вопрос, в буквальном смысле через минуту вы получите ответ. Наши операторы стараются ответить на все вопросы. Если бывают ситуации, что нужно проверить, там дополнительное время потребуется, они принимают обращение и в виде обращения направляют уже к нам. Мы, в соответствии с законом о рассмотрении обращений граждан, направляем письменные ответы в течение 14 дней. Выслушаем еще одного нашего слушателя. Говорите. Алло. Мы слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вот я получаю пенсии по карточке в РСК банке. Через банкомат или через банк. Так. Почему когда остается к концу года, проценты не накручиваются? Это условие уже вы должны обсудить с банком.
Если вы открыли счет, и там есть депозитные счета разного рода. Поэтому это нужно вам обсудить с банком. Потому что мы перечисляем на ваш счет ваши средства. Дальше вы уже вправе снимать, оставлять и так далее. Это уже компетенция банка. Поэтому, пожалуйста, решите вопрос с банком. Я напомню, уважаемые слушатели, получатели социальных выплат, вот в частности пенсий, если у вас были проблемные ситуации в части получения пенсии в период чрезвычайного положения, или, может быть, проблемы возникают и сейчас при получении пенсий, то вы можете сегодня воспользоваться возможностью и позвонить по телефонам прямого эфира 39 21 90 и 39 1333. Я напомню, 39 19 33. Я напомню, что сегодня у нас в гостях представитель социального фонда Дженишбек Мукамбетов. Дженишбек Уркалыевич, ну вот я знаю, что в социальном фонде вы запустили информационную систему «Электронный кабинет застрахованного лица». Как я понимаю, это один из удобных способов взаимодействия застрахованных лиц, в том числе и самих пенсионеров, да? Вот как сегодня или как на сегодня показала себя эта информационная система? Да, это очень удобная услуга. Вот пенсионеры как могут воспользоваться? У нас есть уже первые, как скажем, ласточки, да, которые назначили, не приходя в управление социального фонда. Об этом была информация на телевидении, что человек, находясь на работе, подала заявление. Или пенсионер, находящийся дома, у которого есть непосредственно, извините, что перебиваю, личный кабинет и плюс еще интернет, компьютер. Да? Я уж не знаю, через мобильное приложение по телефону можно зайти или нет? Можно. Да? Единственное условие – это один раз прийти в социальный фонд, в ближайшее подразделение, скажем, с паспортом, зарегистрироваться, получить пароль. Этот пароль является вашим ключом для того, чтобы вы через наш сайт могли подавать заявление. Очень много услуг, начиная от получения выписки из личного страхового счета, заканчивая там назначением выплаты пенсии. Поэтому, если вы откроете наш сайт, личный кабинет, там запрашивается ваш ПИН-номер и, соответственно, пароль, который мы вам дали. И на сегодня уже порядка 123 тысяч человек зарегистрировались в системе. Это вот за год работы, и с каждым днем количество растет, поскольку наши многие граждане имеют как бы дела с банками, а банковские учреждения, в свою очередь, требуют платежеспособность, информацию о платежеспособности, информацию, что зарплата такая там и так далее. Эту информацию мы можем в электронном виде отправить на ваш личный кабинет, если вы запрос отправляете. Вы можете просмотреть, распечатать в любом удобном вам месте, даже через мобильные сети. Наш сайт называется socfond.kg. Есть много информации там. Мы, конечно, сейчас работаем над обновлением сайта, поскольку функционал, конечно, устаревает, поэтому некоторые моменты мы хотим еще упростить. Удобство в чем? Здесь нет контакта непосредственно с нашими сотрудниками. Нет необходимости приходить непосредственно в отделение, подразделение соцфонда. Экономия времени для наших граждан, потому что для того, чтобы получить одну выписку, вам приходится отпрашиваться с работы, приходить, это время полдня занимает, да, поэтому нет такой необходимости. Поэтому, если вы запрос направляете, мы за короткое время высылаем на ваш запрос ответ. Это информация конфиденциального характера,
поскольку там информация о вас, о вашей заработной плате, об отчислениях, и оно выдается только вам. Поэтому почему мы настаиваем на том, чтобы один раз пришли, оставили свои данные и получили пароль. Чтобы другой человек не мог пользоваться вашими данными. Это вот в целях информационной безопасности. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь нашим услугами личного кабинета застрахованного лица. Оно, наверное, в будущем даст свои плоды, потому что уже есть люди, которые получили, не приходя. Единственное условие, что там нужно отсканировать соответствующие требуемые документы, подать заявление, поскольку мы уже знаем, что вы получили пароль, и этим человеком являетесь вы. От имени другого вы не можете подать, потому что вы зарегистрировались у нас. Давайте выслушаем нашего слушателя. Говорите. Здравствуйте. Добрый день. Девушка, мне вот через 11 дней исполнится 80 лет. Я слышала, что в это время добавляют по 100 сомов к пенсии. Правда ли это? И куда мне обратиться? Вопрос очень интересный, спасибо. Спасибо. Действительно, у нас предусмотрена по законодательству надбавка по уходу за 80-летним в размере 100 сомов ежемесячно. Хочу подчеркнуть, что данная выплата производится за счет средств республиканского бюджета, как надбавка к пенсии. Многие наши граждане, к сожалению, не чувствуют это, потому что оно не отдельно выплачивается, а вместе с пенсией. С пенсией, да, так, поэтому в размере пенсии. А вам ходить не обязательно. Ну, если есть возможность, да, то просто напомните об этом. А так наши сотрудники на местах ежемесячно проводят выборку лиц, кому за 80 лет, и за месяцем исполнения с 1 числа полагающаяся надбавка будет уже начислена к размеру пенсии. То есть можно или позвонить, или если у бабушки хорошее крепкое здоровье, есть энергия, можно подойти в тот или иное подразделение. А так наши сотрудники ежемесячно, может быть, по вот такое время, может быть, с опозданием, но в любом случае с 1 числа следующего за месяцем исполнения они получат надбавку. Ну вот всем тем, кому исполняется или исполнилось 80 лет, надбавка составляет одинаковое количество, например, денежной суммы, или это будет все-таки от чего-то зависеть? Это, получается, привязано к расчетному показателю. 100% расчетного показателя, то есть в размере 100 сомов. Где установлены районные коэффициенты доплат к социальным выплатам и заработной плате, то в этих регионах, соответственно, эти выплаты несут уже большие размеры. Допустим, на Рыне она составляет 150 сомов. И вот есть надбавки многодетным матерям в размере 1000 сомов. На Рыне они составляют 1500. Поэтому, где есть районный коэффициент, социальные выплаты тоже выплачиваются с учетом районных коэффициентов. У нас остаются считанные минуты до конца программы. Дженишбек Уркалеевич, вот мы с вами начали говорить об информационной системе «Электронный кабинет застрахованного лица». Вы отметили, что для того, чтобы пользоваться этой услугой, надо всего лишь один раз вот прийти в ближайшее территориальное подразделение социального фонда, подать заявление, и чтобы получить ПИН, пароль. Да. Но мне сейчас вот что интересно. А вот какие услуги можно получить? Вот, например, если у меня предпенсионный возраст, вот я пришла, зарегистрировалась, показала вам паспорт, получила пароль через личный кабинет, я могу, например, получить такую услугу, как назначение пенсии, или, например, я пенсионер, перерасчет пенсии, какие-то услуги ведь все-таки Давайте можете назвать? я вам перечислю, все те пока существующие услуги, и мы надеемся, что со временем оно расширится. Пока есть функционалы. Подача заявления на выписку из личного страхового счета, заявление на назначение пенсии, на перерасчеты пенсии, на изменение места и способа выплаты пенсии. То есть человек может выбрать, если захочет, через почту получать, либо через банк. Есть заявление на продление пенсии. Это для тех лиц, у кого, допустим, есть установленный срок по МСЭК.
у кого есть группа инвалидности. Есть справка с места учебы, продлевается ежегодно, да, до 23 лет выплачивается по случаю потери кормильца. Заявление на получение справки о пенсии. То есть, если вы подали заявление, но вы потом хотите ознакомиться о размере вашей пенсии, как она рассчитана, вы можете подать заявление на получение справки о пенсии. Тогда вы получите копию протокола и можете ознакомиться, весь ли стаж вошел, как оно исчислено, в каком размере вам начислили, из какого момента. Есть заявление на смену управляющей компании по части накопительной пенсии. Да? Человек сейчас имеет право выбрать управляющую компанию. То есть он свои средства, которые накопил в Государственном пенсионном накопительном фонде, он может перечислить в другое какую-то управляющую компанию и получить уже дивиденды в другом месте. Есть возможность получить сведения о назначенной пенсии, как я сказал, в полном объеме. Поэтому вот эти все услуги у нас предоставляются в электронном виде. Нет необходимости ходить, что-то спрашивать. А так, по тем номерам телефонов мы всегда рады принять ваше обращение, помочь, если где-то есть нерешенные вопросы. И всегда открыты. Ну, хотелось бы завершить на такой ноте позитивной, Дженишбек Уркалыевич, что все-таки до конца июня или до 25-го или до 28-го все наши пенсионеры обязательно пенсии получат. Получат. И я думаю, беспокойства никакого не должно быть. Спасибо вам, Дженишбек Уркалыевич, за то, что вы сегодня пришли в студию прямого эфира. Дорогие наши слушатели, это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беренчи радио.